Здравствуйте, на телеканале «Новый век» программа «Вызов 112» в студии Алия Хайрудинова. И сегодня мы расскажем, как водитель самоката попал под колеса «Лады» на пешеходном переходе. Мотор выключай! Мотор! Отойди в сторону. Покажем водителя «Мазды», который не скрывал, весь день ездил пьяным. Ну, к девушке приехал. Да с ней пил, до нее пил. Сюда я приехал пьяным. А также «Пежо» без водителя попало в ДТП. Владелец пострадал, догоняя самостоятельно уехавшую машину. И обман пенсионера почти на 100 тысяч рублей. За мошенничество, обман людей на деньги. Это и не только прямо сейчас. 26-летний водитель электросамоката попал под колеса «Лады» 12-й модели, пересекая проезжую часть улицы Сафиуллина по пешеходному переходу. Удар был довольно сильный. Мужчина рухнул на капот автомобиля, пробил с собой лобовое стекло и упал на асфальт в десятки метров от зебры. А самокат пробил радиатор «Лады». Все произошло на глазах многочисленных очевидцев, которые тут же вызвали скорую помощь и автоинспекторов. Мотор выключай! Мотор! Отойди в сторону. В этой аварии так или иначе пострадали все. Самокат разбит, у автомобиля пробито лобовое стекло и радиатор. 26-летний водитель самоката пострадал физически. 32-летний водитель «Лады» в сильном стрессе. Сам не понимает, откуда перед ним появился человек на самокате. Здесь машины были, я в этот ряд перестроился, и вот как я сразу сюда перестроился, и вот он сразу выехал прям, я сразу по тормозам. Очевидцев наезда было много. Все, и водители, и пешеходы, остались на месте дожидаться автоинспекторов, чтобы рассказать, что видели. «Лада» двигалась по улице Сафиуллина от проспекта Победы в сторону Фучика. Скорость, говорят водители соседних машин, была в пределах допустимого. Перед переходом искусственная неровность. Маленько нас опережал. Мы, наверное, 50 ехали, он где-то, может, 55. Ну, небольшая скорость. Я же говорю, мы притормозили, а он Ну, в самокате тоже как-то появился мгновенно просто перед ним. То есть у него даже среагировать не успел. У нас все равно обзор-то был, мы видели там левую сторону, а он из-за нас вообще ничего не видел. Ну, его вина тоже, конечно, потому что надо притормаживать немного. Все в один голос утверждают, мужчина по пешеходному переходу на самокате ехал, хотя должен был спешиться. Удар был сильный. Урок такой сделал, нехилый. И вот сюда вот, это вот, считаю, вот оттуда пронесло его, сколько метров, наверное, 20, наверное, 30. Пронесло еще его. Пострадавшего водителя самоката врачи скорой помощи доставили в травмцентр РКБ, откуда его вскоре отпустили на амбулаторное лечение. Серьезных травм мужчина не получил. Степень вины каждого из участников этого происшествия будут определять на детальном разборе в автоинспекции. Рамиль Галиуллин, Константин Бушуев, «Вызов 112». Забывчивость нетрезвого водителя «Мазды» выдала его автоинспекторам. Сотрудники ГИБДД заметили, что по Мамадышскому тракту в сторону выезда из города едет иномарка с включенной аварийной сигнализацией. Манера вождения им показалась подозрительной. Автомобиль решили остановить и узнать, все ли хорошо. Водитель действительно чувствовал себя прекрасно и был в приподнятом настроении. Как потом рассказал, пил с самого утра, периодически садясь за руль. Я ж такой чел, что... Мне просто катается. Он признает, что нарушил, не отрицает, что нарушать будет и дальше. Не скрывал, что пил перед тем, как сесть за руль. Много и с самого утра. Приехал в Казань из Алексеевского. Ну, к девушке приехал. С ней пил, да? Да с ней пил, до нее пил. Сюда я приехал пьяным. Внимание автоинспекторов привлекла включенная аварийная сигнализация на иномарке. Автомобиль двигался по Мамадышскому тракту в сторону выезда из города. Ее решили остановить и убедиться, что с водителем все хорошо. Забыл выключить универсам, выехал на аварию. Привлек внимание, наверное. 55-летний мужчина сотрудникам ГИБДД рассказал, что едет домой в Алексеевское, но быстро понял, что на этом его путь за рулем окончен. Алкотестер показал около 1 миллиграмма чистого спирта в литре выдыхаемого водителем воздуха. Мишени. У меня свой автосервис в Алексеевске. Попал я нормально. Уехать из Казани на своей машине мужчина все равно бы не смог, даже если бы не привлек к себе внимание. Очевидцы сообщили в ГИБДД, что водитель «Мазды» на дороге ведет себя неадекватно, и машину ждали на выезде из города. Как это уже давно уже стоят машины, ждут. Все, да, уже доложили. А кто сказал? Ну, где-то в Алексеевске уже. Домой в этот вечер он поехал на такси. Автомобиль отправили на штрафстоянку. Забрать он его намерен сразу же, как протрезвеет. Завтра
Сюда приеду, я машину беру. В скором времени мужчину ждет суд, который оштрафует его на 30 тысяч рублей и на срок до 2 лет лишит мужчину водительских прав. Но это его особо не беспокоит. Ну, полицейские, я думаю, будут кататься без проблем. Все свои? Или там все свои. Нафиса Минязова, Константин Бушуев, вызов 112. Водителя «Лады Гранта» с признаками алкогольного опьянения остановили автоинспекторы на улице Гаврилова в Казани. Он выехал из двора и сразу же оказался перед автомобилем ГИБДД. Мужчине предложили пройти экспресс-тест на употребление спиртного и проехать в больницу на медицинское освидетельствование. Исследование выявило 0,163 миллиграмма чистого алкоголя в литре выдыхаемого водителем воздуха. Это всего на 0,03 тысячных больше допустимой нормы, но по закону он уже считается нетрезвым. Так, водителю грозит наказание в виде лишения прав сроком до 2 лет и штрафом в 30 тысяч рублей. Автоинспекторы привлекли к ответственности 24-летнего водителя «Лады» 7-й модели, обнаружив в социальных сетях запись с нарушением правил дорожного движения. Автомобиль находился в составе свадебного кортежа, но в какой-то момент он пересек двойную сплошную линию и двигался по встречной полосе. Автор видео, возможно, и не хотел таких последствий, но эта запись выявила и ряд других нарушений этим же водителем. Молодой человек был приглашен в подразделение ГИБДД. С ним проведена профилактическая беседа о недопустимости нарушения правил дорожного движения. Вину в нарушении правил дорожного движения мужчина признал. Травму ноги получил владелец «Пежо», пытаясь угнаться за своим автомобилем на улице Фатыха Амирхана в Казани. Выйдя из салона, он, вероятно, не поставил машину на ручной тормоз. Иномарка покатилась вперед. Мужчина побежал за ней в надежде догнать и остановить, но споткнулся и упал, повредив ногу. А на пути «Пежо» оказалась «Лада» 14-й модели, в которую иномарка и врезалась. На место прибыли врачи скорой помощи и автоинспекторы. От госпитализации мужчина отказался. Жертвой мошенников стал 76-летний житель Ютазинского района. Мужчина лишился 95 тысяч рублей, пытаясь спасти супругу от якобы грозящей ей уголовной ответственности за сбитого пешехода. Деньги он отдал курьеру лично в руки, а следом его супруга вернулась домой, заявив, что ни в какие аварии она не попадала. За мошенничество, обман людей на деньги. 21-летнего молодого человека задержали в Башкирии, в городе Туймазы. Он сразу признался, забирал деньги у пенсионеров и подробно рассказал о схемах мошенничества. Молодой человек рассказал, что в одном из мессенджеров подписался на канал, в котором предлагалась подработка различного вида. Так называемые работодатели предложили ему забрать деньги у пенсионера и перечислить на их счет. 7% от суммы разрешились оставить себе. Среди тех, у кого он забрал деньги, был и 76-летний житель поселка Уруссу. Ему позвонили на домашний телефон, представились полицейскими и сообщили, что его супруга попала в беду. Якобы она виновата в аварии, и ей может грозить уголовная ответственность и лишение свободы. И предложили, пока не поздно, договориться. За свободу для женщины потребовали 900 тысяч рублей. Пенсионер поверил, но таких денег у него просто не было. Собрал 95 тысяч, все, что было. Звонившие согласились и на эту сумму, и прислали курьера. Подошел к дому, написал куратору, вот этому администратору. Он сказал, что сейчас человек выйдет, потом он вышел, я представился, что я водитель, забрал у него деньги, пошел в сторону машины. Около 7 тысяч у меня осталось. Сколько раз совершили вот такие мошеннические действия? 4 раза. Вскоре после того, как он отдал деньги молодому человеку, супруга пенсионера вернулась домой. Мужчина обрадовался, думал, что слово свое звонившие сдержали, но быстро понял, никаких аварий не было. Был обман. Пенсионеры тут же позвонили в полицию. В настоящее время возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». Задержанный сейчас находится под подпиской о невыезде. Возврат денег может смягчить ему наказание, но их у молодого человека нет. Он перевел их своим работодателям. Для сохранности накоплений стражи порядка просят не верить всему, что говорят по телефону неизвестные люди, и обязательно перепроверять информацию через своих родственников. Сирина Сахапова, Нафиса Минязова, вызов 112. И это все, о чем мы успели вам рассказать. Обо всех происшествиях вы можете сообщать нам по телефону 570 50 50 или на мобильный 8 98 69 112 112. Также мы доступны в социальных сетях. Присылайте видео, снятое вами. В студии была Алия Хайрудинова. Увидимся. И не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.